Сейчас мы настроим щак там удолшу. Шум только, да? Опа. Хорошо. Ничего, мы настроим. Видишь, там гуман тяху ждуй. Алхамдулилlah. Так. Помягче. Ладно, тут у нас дома уже 2 часа. Чечня моя, дикарду. Бюс дега лёл. Дега рейск массера бода лето. Чё булькает? Я не знаю, что булькает. Сейчас, секунду. Так. Питер сюда. Хуза сах дол, что час уже скоро. Валикум салам, Абдул Малик. Ага. Так. Девреска. Бусовстак, ты помнишь Советский Союз? Конечно, помню. Очень хорошо даже помню. Я 75-го года. Так. Абдул Малик, алхамдулилlah. Все нормально. Алхамдулилlah. Да, что? Вот. Волк-одиночка освободила. Цахатер Диа Анзор, почему Аслан вернулся из армии СССР? Ну, в то время, это 92-й год, проливалась кровь уже по бывшему Советскому Союзу. Это события в Грузии, что там, Карабах сегодняшний, в Ингушетии. И потом были такие же события и в Литве, в Вильнюсе, где мы жили. Ну вот, отец тогда решил, что он служить этой армии не будет, и уволился из этой армии, так и сказав, что я не хочу служить в армии, которая убивает народ, мирных людей. И когда мы находились, жили в Вильнюсе, вот, я тут еще читаю, когда мы жили в Вильнюсе, вот, ему поступил такой приказ, чтобы он подтянул свои войска, которые подчинялись моему отцу, это артиллерия. Вот. Он не подчинился этому приказу, сказав, что если я выступлю со своей артиллерией, то здесь будет много крови. Нет, я людей убивать не буду. То есть тех людей, которые вышли на улицы и требовали своего суверенитета, независимости. И он отказался участвовать в этом. Вот, и вернулся в Ичкерию, встретился с Джохаром в Грозном. И так он начал уже карьеру на своей родной земле, став начальником главного штаба. А дальше уже война была, вторая война, вот эти события. Вот так вот, волк-одиночка. Ламали Дадаев, он сам вернулся или... Так, сейчас я потерял вопрос, он сам вернулся. Нет, никто не приглашал, как я сейчас сказал, он сам вернулся. Так и сказал, что он не хочет служить в армии, которая убивает народ. Валикум салам ва рамтуллахи ва баракатуху. Вассаля.
Чечня реальность, инша Аллах, терпение есть, девать некуда. Вот. Все будет хорошо, все будет по воле Аллаха. Вот. Все будет хорошо. Альбинос, Ноев, Анзор, расскажи, откуда появился Ханбиев Магомед. Он тогда был с Гелисхановым в ДГБ. Это 93-94 год. Ну, я его помню с тех времен. Вот. Ну, с тех пор появился. Во время Второй войны, вот, Второй русско-чеченской войны, он такого участия не принимал. Он находился в своем селе, Биное, то есть, ну, недалеко от села. Вот. Мансур, Анзор, ты с какого тейпа относишься? Мы из тейпа Алирой, из Нохчимата, Алхан Ниар Олох, мы из тейпа Алирой. Я, может, где-то что-то могу пропустить, так что, если что, сообщите. Валикум салам. Анзор, можно ли считать попытку упразднения ЧРИ Умаровым госизменой? Ну, это... Я везде это говорю, будь он чеченец или не чеченец. Умаров, Докко Умаров, действительно был герой, воин, вот. И он это показал, и я к нему относился вот, с уважением. Вот. Когда я помню, ну, в каком году, сейчас я могу ошибиться, даты, наш президент послал ему кассету, вот, что он же в то время, Умаров тогда находился не в Ичкерии, вот, за пределами Ичкерии, и мой отец, он послал ему кассету и сказал, что было бы хорошо, Докко, если бы ты сейчас находился рядом со мной, мне нужны люди, мне нужны братья, которые будут рядом со мной, и чтобы участвовать в этой войне против оккупации, против оккупантов. Он послушал эту кассету и сразу вернулся. Вот. А то, что упразднение ЧРИ, это огромная ошибка Умарова, да, Умарова и там других людей. Я так это считаю. Мы не имеем права и не имели права вот это делать. Мы должны наоборот сохранить то, что строилось годами, кровью, вот, нашими другими лидерами, от Джахара Дудаева до Абдулхалима Садулаева. Вот так я считаю. Анзор, как Халид отнесся к тому, что Умаров объявил Эмират, и не пошло ли это, ну, когда Умаров объявлял Эмират, то есть Масхадова уже не было в живых? Хамзат, Анзор, как ты относишься, памятник Ковский десант, ну, ты, наверное, хотел сказать псковским десантникам, ну, как я отношусь? Как можно ставить памятники убийцам, варварам, которые убивали наш народ, свой народ, как этим нелюдям ставить памятник? Только, я извиняюсь, только подлец может это сделать. Бессовестный подлец. Нам тогда надо ставить всем Сталину, кто там, Ермолов, еще Ельцину, Путину. Всем надо тогда поставить.
Вежли, братья, я стараюсь отвечать на вопросы, вот, ну, поэтому, если я где-то пропустил, то я извиняюсь, повторите, пожалуйста. Анзор, у меня, Алихан, сейчас я читаю твой вопрос. Анзор, у меня два вопроса. У кого-нибудь есть видео, когда предатели стояли над погибшим в бою Асланом, шаид, иншаллах, иншаллах. Там Кадыров показал, что он есть на самом деле, и видео, когда они издевались над ним. Я о существовании этого видео не знаю, чтобы эти предатели стояли над телом нашего президента, моего отца, и что-то делали. Но я верю в это. Я верю. Мы видели видео, как они издевались, вот даже словами высказывались в адрес нашего героя, шахида Абдухалима Садулаева. Мы все это помним, можно найти это видео в интернете. Но я еще помню слова, кто у них там был, да, хотя они все одинаковые, чтобы он там ни был. У них там в МВД этот. Вот, Алханов. Он говорил, что после убийства нашего президента в 2005 году, моего отца, он выступает на своем телевидении и говорит, что мы выставим тело Аслана Масхадова в центре Грозного, чтобы люди приходили и плевали в него. Дальше как-то говорить о таких нелюдях, я не знаю. Слова даже не могу подобрать. У нас всегда ценилось, что будь это враг, мы относились к телу, к убитому человеку достойно. Все, он убит, его нету. Отдайте его тело, вот, дайте людям похоронить его. Мы славились этим, чеченцы. Вот, я помню, ну, я где-то читал, вот, сейчас я, там генерал Слепцовский, кажется, был, я не помню, вот фамилию точно не помню, но во время тех войн, там, лет 100, 150 там, назад, сколько там, ну вот, чеченцы убили русского там полководца, и мы убили вот этого оккупанта, да, и тело находилось у нас, у чеченцев, но после убийства ночью они перешли через реку, взяли его тело вместе с оружием и положили на другом берегу, чтобы те враги могли забрать это тело. Все, в оружии, там сабля, там пистолет, что там может быть. И передали вот так тело. Вот. Такой случай был. Так. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Известно ли, где захоронены Зелимхан Яндарбиев? Да, известно, Док Кумаров, но я не могу сказать, потому что я точно знаю, где похоронен Зелимхан. Да, Лазат Хобл Дольсер. Так вот, еще Бусалбстаг Анзор, к тебе поступали предложения представителей Кадырова с тем, чтобы вернуться и вставать в один ряд с были, передавали, ну так, несколько попыток было, что приглашали, но я уверен, я в себе уверен, что никогда, ни при каких условиях я не смогу пойти на это, чтобы даже поехать туда,
Да, я люблю свою родину, я люблю свою землю, люблю свой народ, но я учитываю то, что если я сейчас поеду домой, что будет потом. Их методы, что они могут делать, что они любят делать. Вот. Поэтому я таких возможностей им давать не собираюсь, не буду. А тем более вставать рядом, это невозможно. Невозможно. Иншаллах. Анзор, так, БЗ. Анзор, ведь это ошибка, что это явный факт госизмены. Я понимаю, что Умаров был героем, если не признавать явные факты преступления на государственном уровне, то мы далеко не пойдем. Брат, знаешь, такие вопросы, никто не отрицает. Это наши ошибки. Вот. И такие вопросы надо обсуждать где-то, когда мы можем встретиться, при встречах. Есть что много сказать, есть что много поправить. Это прошло, это прошло. Мы должны научиться больше не наступать на эти грабли. Вот. Не возвращаться к этим ошибкам. Алейкум салам. Сейчас. Бусаб Кадыров, когда они убили Асана, сказал, что они сделали подарок всем чеченским женщинам. Да, это просто идиотизм. Да? У мусульман, мы мусульмане, алхамдулилlah. И если у нас есть такой праздник 8 марта, и даже если был бы, например, да, каждый день умирают, погибают мусульмане. Вот. Ну как это будет тогда звучать? Сколько людей погибает 8 марта, да? Да, это идиотизм вообще, как я скажу. Анзор, Закая враг тебе или союзник? Я и раньше говорил, вот буквально вчера, да, те, которые хотят услышать от меня какие-то там оскорбления, или там, чтобы я кого-то там обзывал, или не дождутся просто. Я признаю, что я где-то не согласен, например, с Закаевым или с другим человеком. Также они могут быть не согласны и со мной в чем-то. Вот, это наше право. Мой враг сегодня, но я не буду его называть врагом, он мне не враг. Вот. Так вот, мой враг, наш враг, это те, которые убивали нас, чеченцев, наш народ, которые посягают жизнь на наших людей. И враг у нас один. Это российские политики, вот, эти больные люди, вот, которые вообще не задумываются не то, что о нашем народе, ни о других народах, даже не задумываются о своем народе. Вот кто враг. Из-за них страдают люди в Украине, из-за них сейчас в Карабахе, в Сирии, в других там регионах. Вот. С ними рядом жить опасно, и дела иметь тем более опасно. Потому что, как я помню, насколько я помню, никогда и в России у них не было таких руководителей, которые уважали вот, чужие, другие народы, свой народ. Вот почему другие страны могут жить, и они могут созидать, они продвигаются вперед, а эта страна вот как в болоте, это как болото. Я не хочу оскорблять там народ, потому что
сам народ, русский народ, российский народ сам страдает от этих властей. Убийца Шогана. Анзор, где, по-твоему, Путин объявит следующую священную войну после того, как ФСБ закроет проект ИГИЛ? Не знаю насчет ФСБ или проектов каких-либо, но пока есть Путин, кровь будет проливаться. Вот. Сегодня, например, вот эти очаги военные, ну, смотрим, на Кавказе проливается кровь, как Украина, да, это может быть и даже Балтийская страна какая-нибудь, например, все может быть. Пока Путин у власти, они не изменят свою политику. Так, мне еще долго надо читать. Вот такой видео. Халид лежал без рубашки. Так. Вот. Ну ладно, отвечу на этот вопрос. Анзор, было такое видео, где Халид лежал без рубашки, и Кадыров говорил, что ему жаль, что Халида убили русские, а не он. С момента начала войны, с 99-го года, они вот буквально ходили по пятам, искали его, хотели убить. Было проведено много операций таких. Ну, им в этом не повезло в то время. Вот, но они хотели его убить, чтобы как бы закрыть тему легитимности Ичкерии. Они думали, что убив президента, все, Ичкерии не будет. Она будет, Ичкерия будет. Вот. То есть, и еще Абдулмалик Нохчоев. Ту операцию, которую они проводили, я это много раз говорил, в 2005 году, в марте, в Толстоюрте, эта операция вообще никто из чеченцев, те, которые работают там на Путина, да, никто не знал, что там будет операция, и даже они, эти предатели, узнали лишь тогда, когда эта операция уже завершилась. Только тогда им доверили эту информацию. Дмитрий Иванов, доброй ночи. Анзор, доброй ночи. Дмитрий, делайте эфиры почаще, говорит. Ну, это сегодня, вот вчера, я пытаюсь там наладить эту систему, знакомлюсь с этой системой, потому что я раньше этого не делал. Конечно, много информации, я сам свидетель этих событий. Есть вещи, много вещей, таких фактов, о которых я могу рассказать, поделиться с вами. Вот. Ну, будем стараться. Это наш долг. Так, Бусулпстак, Анзор, я понимаю, что ты бы не поехал к ним и уже тем более не встал в один ряд, но для Кадырова это нормальная практика. И мне было интересно, предлагали ли они тебе подобное. Да, меня звали, да, предлагали, я скрывать это не буду, ничего такого тут секретного нету. Но я на такой шаг, я как раньше сейчас говорил, никогда, ни за что не пойду, не пойду. Вот. Тем самым я предал бы нашу идею, тех, которые отдали жизни, вот, наших героев и, конечно же, отца. Так что этого никогда не будет. Дмитрий Иванов, я сейчас зачитаю. Анзор, я слышал, что некоторые люди говорят, что Путин говорил, что он готов воевать даже с Аллахом. Есть ли документальные факты и подтверждения такого высказывания?
Извиняюсь. Сложно сейчас будет найти этот факт, но это было. Слышал я. Это был 99-й год. Ну, я всегда боюсь ошибиться в датах, но кажется, Путин в то время был не президентом даже. То есть это 99-й год. Он был премьер-министром. Но люди, которые слышали это, тоже говорят. Ну, об этом говорил мой отец, наш президент, несколько раз. И многие люди слышали, ну, я слышал это от других людей тоже, которые сами своими ушами слышали вот такое. Но я помню, он это сказал в такой форме, что мы сейчас воюем против них, против чеченцев, но если надо будет, мы будем воевать с ихним Богом. Вот. А Бог наш кто? Всевышний Аллах. Было такое высказывание. Тумсой Абарг. Валикум салам. Анзор, был ты знаком с охранником твоего отца Цакаева Аслана, убитого при покушении на твоего отца? Он брат нынешнего начальника МЧС по Чеченской республике, бывший командир ОМОНа. Так, Тумсой Абарг. Да, Цакаева Аслана я знал. Он раньше, кажется, был с Гилаевым в его батальоне. Вот. И Аслан был действительно мужественный парень, и он погиб во время покушения на президента, на моего отца в Грозном в 98 году. Вот. Его брат Лехан, ну да, так как ты говоришь, он сейчас у них работает там, ну, как ты уже написал, там, был командиром ОМОНа, вот, и так далее, и так далее. Так, БЗ. Анзор, я понял твой посыл, не возвращаться к ошибкам, но в таком случае мы не должны одних прощать, а других нет. Нужно объединяться, но мы по-любому должны, это требует наша религия, ислам требует этого. И нам должно быть стыдно, всем нам должно быть стыдно, если мы не можем найти вот этого пути, чтобы мы были вместе, чтобы мы были в единстве. Мы должны это сделать, это наш долг. Даже вот после всего то, что произошло. Вот. И дальше уже как-то обсудить наши ошибки, вот, обсудить и, как говорится, сделать работу над ошибками, чтобы их больше не совершать. Ну, чтобы если сейчас, ну, как ты пишешь, не должны одних прощать, да? Ну, что мы сейчас делаем с Докой Омаровым, да? Вот мы с ним разговаривать не можем, его нету в живых, он стал шахидом, иншаллах. Вот. И всех тех людей уже нет в живых. И поэтому это уже прошлое. Нам наш долг, как ты пишешь, как я сейчас говорю, мы должны объединиться и думать о будущем, быть готовыми к этому будущему. Вот. При любых там изменениях, если вот так ситуация так изменится, мы должны быть готовы к этому. Если вот так изменится, то к этому мы должны быть готовы. Когда мы будем готовы к этому? Когда будем в единстве. Когда будем все делать ради Аллаха, ради своего народа, вот, ради истории нашей. Хамзат Хамзатов. Анзор, как ты выйдешь наш будущее? Чеченцы мы раньше жили, все равны, так, а сейчас стали кому подлизывать. Да, брат, тяжело это видеть, что многие, какая-то часть служит
убийцам нашего народа. Вот. У меня это не вписывается в моем мозге. Я не могу этого понять. Вот. Вошел в ваш дом кто-то, да, вот какой-то варвар, там, бандит, избил твою семью, убил члена твоего семьи, еще там совершил какие-то пытки, да, зверства, забрал все, что в доме, своровал, потом поджег этот дом и ушел. Вот. И как мы можем быть рядом с таким убийцей, с таким бандитом, вот, или идти на работу к нему, я этого понять не могу. Вот. Все эти убийцы, российские убийцы, которые издевались над нашим народом, будь там артиллерист или там летчик какой-нибудь, да, или там в каком-то подразделении он был, или 2 звезды, там 5 звезд у него было, это убийца. Они убивали мирное население. И как этим варварам можно ставить сегодня памятники, да, и здороваться с ними, и стоять рядом с ними, и считаться с ними, носить их ордена, вот, их форму. Я не могу этого понять. Дейцер. Сейчас. Нам нужно отказаться от навязанных нам идолов и лидеров. Сейчас. Лидеров мнений. И вроде так, мама, которые вчера были братьями, сегодня они уже в эфире с предателями и обмениваются благодарностями. Ну вот, буквально об этом я только что и сказал. Как можно вот кого-то вот благодарить, стоять рядом с ними, давать им руку, вот, который работает на путинский режим, вот, который работает на Путина. Если это вообще должен быть бессовестный человек. Так, видео есть ли у Анзора про Супяна? Да, у меня есть видео про Супяна, но я обязательно даже вот скоро думал выставить это видео. Иншаллах, выставлю. وقطع تنسى برد خربات وقام مسيت دعنا جخار أصلا قبيش دواز قوب ودرسير مسيت اشتقون خي يوها وقوما إذا شو إذا на чеченском сейчас говорю. Салат нохчу. Амин дawazut قوب ودرسير مسيرات إذا تسخى وين تسخى كان خوردو تسخى وين ديلا دكتور تام مير دينا ودوش تسينا ديلا خيرش قون خوي برش والله برق هم دوش تحندي هم دوش ما дать герои у нас всегда были. Так, насчет суда, да, ЕСПЧ присудил тебе 18 тысяч евро. Я ни одного евро не получал от суда, вот, не получал. Действительно, России пришлось выплатить деньги, и эти деньги перешли адвокатам, которые работали с этим делом. Вот, ну, я потом обязательно обо всем этом расскажу. То есть они как решили, и вам, и нам, вот так они решили эту жалобу. Ну, это было, как сказать, слишком такой сложный вопрос для них, для суда, чтобы решить его политически. Имрат Кавказ Докка не убирал Ичкерию, Вилаят Нохчичу Ичкерия. Ну, да, ты прав, так оно и было.
Но как-то все равно были изменения, ну, где я не согласен, да, вот Чеченская республика Ичкерия. Шамиль Заурбеков, Анзор Тиги, Чна Ханца Бойза, Бойш Бойзуш Боло, Дахевхан Бол Вежри Бица, Дейла Духбо, то есть расскажи о братьях, которые погибли во время войны, и молодежь их не знает. Ну да, их очень много, очень много. Ну и надо напоминать, рассказывать, действительно так и есть. Я как-то тоже, когда где-то выступаю или обращаюсь, где-то стараюсь называть эти имена. Например, был такой Онах, герой. Все знали только по кличке, как это сказать, Ламбада. Звали его Али. Он был начальником штаба Басаева Шамиля. Вот я его знал лично. Один раз в бою, Аллахе, даже вот перед глазами у меня эта картина, как в нас стреляют из шилки, стреляли из АГСов и стрелкового оружия, из пулеметов. Мы даже не успели понять, откуда именно они стреляют. Знали, что с горы по нам стреляют. Но он настолько бесстрашный был, он разрулил эту ситуацию, поставил свои пулеметы ДШК на трех ножках были. И очередями начал гасить их позиции. То есть, и вот быстрая реакция Али спасло нам жизнь. Вот. И он, например, вот Али, да, Аллах Обалдольцу. Дашаев, Умалт тоже, у него группа, свой батальон был, тоже погиб во время Первой русско-чеченской войны. Таких героев очень много. И я абсолютно согласен, что даже сайт создать, да, наши герои, было бы хорошо, если бы кто-то это смог бы сделать. Вот, и выставлять фотографии, имена, и коротко на сегодняшний день биографию. Вот, и в каких боях, например. Все нельзя сегодня рассказывать. Но коротко можно. Да. Я потомок Ахмата. Умал Дашаев. Онах, варваллахи, это вообще просто... Очень уважал Умалта Дашаева. Действительно. Был воин. Батя Дагой, он у нас был, батя. Да, конечно, я их всех знаю. Всех их знаю. Но у нас батя еще был со спецназа, с Гилаевского спецназа. Ты, скорее всего, о нем, да. Да, Лазут Побудольцев. Сейчас, вот, это мой самый любимый вопрос. Мысли ислама. Анзор, как объединить тех ичкерийцев, кто видит будущее Ичкерии по-разному. Кто-то видит ее светской, а кто-то шариатской. Вот такие сложные вопросы, моменты, скажем так. Кто-то видит шариатское. Мы мусульмане, мы должны идти к шариату, мы должны поддерживать шариат. Это говорит нам наша религия. Вот. Мы мусульмане. И поэтому все те люди, которые ты говоришь, я знаю, мы знаем, кто эти ичкерийцы, да, вот, они тоже мусульмане. Вот. И что нам говорит Аллах, что нужно нам делать? Нам нужно оставлять все амбиции, все эти высказывания, которые они делают в адрес друг друга. Вот. Должны объединиться
Сколько времени-то прошло? 20 лет. Ну вот, отвечая вот на твой вопрос, еще добавлю, что, во-первых, зная, что мы мусульмане, что Аллах говорит нам насчет единства, мы должны делать это. А если мы не сможем прийти к такому единству, то уже что-то не то. Вот. Недостаточно верим, наверное. Мне сейчас это сложно так говорить, но по-другому я не могу уже. И те, которые я так считаю, я как бы радикально отношусь к этому. Ну почему? Потому что надоело. Вот. Куда я бы не зашел бы, везде вижу вот эти фамилии, вот взаимные там оскорбления, да, вот обвинения. Как я раньше, вот буквально вчера говорил, там кто-то обвиняет там Идигова, кто-то Закаева, кто-то другую фамилию называет и так далее. Вот, и вот этот круг вот так крутится. И все называют врагом, своим врагом Россию. Вот здесь я никак понять их не могу. Ну, я лично в их адрес не говорю, я могу сказать, что вокруг них есть такие люди, которые вот это и все крутят. Надо как-то оставить этих людей, которые не делают никакой пользы. Сначала сначала вернуть бы нашу независимость. Брат, мы независимы. У нас есть факты, есть подписанные договора. И исходя из этого, Россия совершила агрессию, оккупировала нашу землю, установила свой марионеточный режим, то есть мы сегодня находимся в оккупации. И да, есть сложности там по поводу там вот этих споров, да, но это тоже решимо, можно решить. А так у нас есть документы, подтверждающие, что мы, да, действительно независимы, и что Путин и эта свора совершил агрессию. А там сядут умные люди за круглый стол и решат вопрос, ты пишешь. Сейчас наша проблема нет единства. Ну вот именно, да. Ну, я бы, чего даже хотел бы, вот, даже в информационном плане, вот, эти блогеры, эти администраторы сайтов, да, это реальная сила, и чтобы работали вместе ради своего народа, ради нашей истории, скажем вот так, было бы больше пользы. И когда вот еще я хотел подчеркнуть один момент, когда я говорю, что вот делаю призывы, да, что надо объединиться, для меня в голове моей, ну как сказать, это легко. Я могу сесть с человеком, например, я от себя говорю, я могу сесть с человеком, оставить там свои амбиции и ради дела что-то сделать. Могу это сделать. Но почему это не могут сделать там, например, этот человек или другой человек? Вот этого я понять не могу. Так. Абу Саддам Шишани. Вот, дошел до тебя. Ва алейкум салам. Дергул дейлак маршвол. Вот. Худу цигамуво. Аллах рейс хыл. Иншаллах. Шадик дикхирду. Сялхан генер сунхо. Сялхан генер. Кучуах я иногда я не знал, что это ты. Так, я про брата Тумсо говорю. И ну вот, вчера была просто попытка, я изучал вот эти вопросы насчет эфира, да. А это вторая попытка сегодня. Тут настройки сделал тоже. Так что в следующий раз я
когда буду выходить на связь, обязательно сообщу у себя в Фейсбуке, там, например, и здесь на канале, когда именно, в какие дни я могу появиться, то есть определю дни и часы, иншаллах. Так, мне нравится, ага, Абу Саддам Шишани. Брат, мне нравится, так, я читаю тебя. Мне нравится эфир Анзора, он проводит их в удобное для меня время. Вот об этом я только что и сказал. Я определюсь. Так что все будет хорошо. Я свое слово сдержу. Иншаллах. Лорс Андерсон, так. Я, может, где-то что-то пропустил, я извиняюсь, это мой второй день. Анзор, есть у тебя информация о том, что конкретно делал Шамиль в Карабахской войне в 92 году? И кто был еще помимо него? Ну, кто был? Чеченцы, да, участвовали в войне в Карабахе, вот, в 92 году, да, их было немало, но я хочу все-таки о другом рассказать. С другой стороны, тоже были чеченцы, и я не буду скрывать это. Какиев Саид Магомед, например, он там служил в Армении и воевал против азербайджанцев, ну, в Карабахе, в этой войне. И Саид Магомед Какиев после этого, после этих событий, он вернулся в Чеченскую республику Ичкерия и участвовал в этих провокациях, в войне против нас, против Ичкерии на стороне России. Но на сегодняшний день я не знаю, где он сейчас находится, и ну, по-любому он сторонник России. Ну, были и такие, я хотел сказать. Не настолько много, конечно, которые воевали на стороне Армении против азербайджанцев. Ногти непокорные, деньги не проблема, главное выживи и будь осторожным. Будни просмотрю, все как положено сделаю. Брат, Аллах рейс скрыл, все ради Аллаха в первую очередь. И ради того, чтобы правда жила, чтобы показать эту правду, и будем говорить правду, так чтобы никто не посмел, не смог использовать наших людей, наших братьев и сестер, особенно акцент делается на молодежь, которым вливает свою информацию, да, вот. А мы должны, все люди, которые сегодня высказываются, как делает наш брат Тумсо, и там Муса Ламаев, другие, вот, мы должны показывать эту правду, говорить эту правду, и будем продолжать наше дело, иншаллах. Дийцар, Анзор, нет сомнений, я имел в виду вернуть земли и контроль над ними. Ну, ты сразу уже призываешь нас. Нам до этого надо много чего сделать, объединиться, все наши усилия, поставить цели, куда мы идем, зачем мы идем, то есть быть готовыми к будущим там изменениям. А земли, иншаллах, по воле Аллаха, все станет на свои места. Путин не вечен, и даже, возможно, Россия не вечная. Никто даже не мог представить когда-то, что
Советский Союз, страна, государство, от имени которой содрогался мир, ядерная держава, может развалиться. Все были удивлены. Ну, мы тоже. Так что все может произойти. Так, и еще раз. Это второй мой день в эфире. Вторая попытка. Я еще пытаюсь ознакомиться. Поэтому в следующий раз я обязательно сообщу, в какой день я выйду на связь. Когда выйду на связь и во сколько выйду на связь. Иншаллах, я это сообщу. Насчет памятников я сейчас видел. Когда-нибудь установят памятники и напишут в книгах про защитников Родины, про волков Кавказа, кто отдал жизни, защищая свою землю от оккупантов. Так. Дешти Кипчак Алтинорда. Брат, ну, у нас такого нету, мы не хотим ставить памятники, это запрещено исламом, но их имена, иншаллах, мы помним, вот, и будем передавать, рассказывать нашему поколению, вот, книги писать, всю эту информацию сохраним, сохраняется все, вот. И сегодня у нас есть такая возможность, есть технологии такие, вот, все еще и она развивается, поэтому все вот эти события сегодняшние, да, вот, ну, имеется в виду вот это противостояние, вот, все это сохранено, не только информация о героях, да, это важный момент, конечно же. Вот. Но и предателей тоже. Их тоже не забудем. Не забудем. Сейчас я... Лорс Андерсон насчет то, что Кокиев потерял руку, когда хотел подавать асфальтовый кладчик выхлопом из гранатомета, когда он стоял позади своего... ну да, там... снаряд взорвался. Было такое. Да, сейчас я в 93-м году, что ли, если не 4-й, кажется, 93-й год был. Так что вопрос независимости для нас так, важен. Мы независимые, если человек может встать и сказать то, что он хочет, свои мысли, да, вот свое мнение, то этот человек независимый, свободный человек, я считаю. А так, как я говорил, у нас есть документы, все эти договора подписаны с Россией, где руководители России признавали в этих договорах Чеченскую республику Ичкерия. Дудаева подорвать хотели на объездной дороге Грозно-Сесельноводска. Да, так, это 93-й, кажется, год был, покушение на Джохара. Да. Азимут, ну я еще раз, ты опять выставил этот вопрос. Аслан, ну, Анзор, кстати. ЕСПЧ, Европейский суд, присудил тебе 18 тысяч евро, удовлетворив только в части иска. Вопрос, в какой части тебе было отказано? Поподробнее можно по данному процессу? Ну, я хотел бы потом это как-то, не выдавая эти моменты некоторые, потому что думал сделать передачу такую. Но
им России пришлось выделить эти денежные средства, да, 18 тысяч евро, кажется, было, да. И эти деньги пошли адвокатам, которые занимались нашим делом. Вот, Масхадовы против России. И они, можно сказать, удовлетворили две стороны. Это был слишком такой политический вопрос, да, они долго думали, долго работали над этим делом. То есть не вам и не вам. Вот так вышло. Ну, в какой-то части они осудили Россию, да. Так, Анзор, видел ли ты фотки, где кадыровцы на руках в области запястья носят нитки? Это из иудейской каббалы. Как ты думаешь, есть какая-то связь? Что это может значить? Брат, у них я много чего видел. Вообще неприемлемо для ислама. Например, вещи, мы сами это видели, не то, что нитки там много чего. И поэтому я их ко всем уже могу привязать. И про связи каким-то сектантам, не знаю, чуть ли не к сатанистам там. Бусовстаг, я сейчас зачитаю твой вопрос. Брат, последний вопрос. Почему книга об Арслане была издана на норвежском, тогда как мы, люди, заинтересованы в ее чтении, не знаем и слова на этом языке? Будет ли перевод на русский язык? Да, действительно, эта книга вышла на норвежском языке, но и потом я сам передумал, что все-таки мне надо будет более подробно написать эту книгу, то есть поработать над следующей книгой. Я не стал переводить норвежскую версию этой книги, потому что это издательство, они все-таки чуть порезали страницы. Ну, я там страниц где-то, скажем, 500-600 вот так написал. И им это нужно было для того, чтобы ее привести, подогнать в норвежский стандарт. Там сколько у них было, сейчас я не помню, где-то 300 страниц. Да. То есть много информации не вошло туда. И все-таки я так решил, что лучше будет, если я создам новую книгу о нем, и которая выйдет на русском и английском языках. Слепой Дада. Сейчас. Ну, я зачитаю это. Ассаламу алейкум, брат. Как здоровье? Алхамдулилlah. Ва алейкум салам. Остерегайся Тумсо. Он 100% на 2. Да, Аллах тебе и всем родным и близким здоровья. Зачем мне от него остерегаться? Молиться, Хомш. Перестаньте, хватит. Хоздаться. С Тумсо вала с раскамата цаола нохчимата ол Тумсо вала кривейк вала цаицерш ховша ицерш йохша молиться, Хомш. Туарлац. Цо дин волнаха кезгбук дукас. И цандиеза цадиеза шейва гойч даош веш кезгбутан кезгбу тагана суни докум хетк тамтях да лецагуй цусан кахек сануқи. Так, Тумсу ажуак мадрицу. Слепой, да, мы этого Тумсу остерегаем с самого начала. Вы тоже будьте осторожны. Ага, ишь ты бах, ларгу штук-ту. Масоуц лизервый. И спать хочу, и тебя услышать, рада Бог, еврейскую.
Шуцанищца Виства Луша, но мне тоже интересно с вами, и даже отойти не хочу. Вот, ну, я читаю, мне всегда было интересно мнение, ваше мнение. Бусовстак, а все то, что ты изложил в этой книге, у тебя есть на русском, в смысле на компе? Да, конечно, есть. У меня вся эта информация есть. Есть. Лорс Андерсон. Так, Анзор, ты видел все, что есть на твоих кассетах? Я не все кассеты пересмотрел, не всю информацию обработал. Вот я бы сейчас показал бы, но не хочу. Но просматриваю все еще, часть скопировал, передал куда надо, чтобы сохранить. Так, вежли, братья, сестры, кто тут с нами на связи? Я сейчас буду идти к завершению, дочитаю все. Это была моя вторая попытка, настройка, скажем так. А в следующий раз, как я раньше 2 раза сказал, я сообщу заранее, и уже по определенным темам я буду разговаривать на эти темы, иншаллах. Так что сейчас скоро буду завершать, сейчас дочитаю. Бяхмабилла, конечно же, Анзор. Почему не вывезли Аслана Масхадова, президента, за пределы Ичкерии для сохранения президента? Ведь очевидно же было, что его надо было уберечь. Ну, я бы хотел бы, как сказать, но чтобы Джохар Дудаев жив был, как он нужен нам сегодня, да? Чтобы другие наши герои были бы живы. Но если бы в то время, в 96-м году, Джохар выехал бы за пределы Ичкерии, то мы бы его сами осудили бы, мы бы сами что-то в адрес говорили бы, в адрес Джохара. Так что это не для нас. У нас всегда лидеры стояли впереди, воевали, не сдавались, никуда не уезжали и стояли до конца. И как всегда говорю, все лидеры, все наши лидеры, лидеры народа, народные лидеры погибли именно в бою, во время там, оккупации, во время войн. Вот. Все погибли так. И поэтому мы ими гордимся. Если бы они куда-то выезжали ради сохранения своей жизни, то мы бы, наверное, не поняли бы, как я сказал, осудили бы, наверное. Конечно, мы бы хотели бы, чтобы они были живы. Но все по воле Аллаха. Так, я завершаю, Вежри. Лорс Андерсон, откуда у тебя взялись эти кассеты? Брат, как говорится, секрет фирмы. Были, поступили, еще обещали. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос. Извиняюсь. Так, Ричард Лев. Хумхазолаш Масара. Как легко ты меня раскусил, да? Дай-ка я отвечу. Мурат М. Анзор, ты слышал, что новичок впервые был испытан на хатабе? Но мы не можем сейчас говорить, что это был новичок, да? Но я знаю, мы все знаем, что много наших муджаидов, наших амиров вот так было отравлено этими спецслужбами российскими, ихними, не скажу этого слова, предателями. Вот.
отравляли. Была попытка отравить Масхадова. Я здесь выставлял видео, то есть это было аудио, которое отец мне передал, наш президент передал мне. Он там говорит, что Трошев пытался отравить его, то есть Масхадова. И эта кассета была через чеченцев, конечно же, уже людьми Кадырова, как-то через связи, вот, ну, доставлена, да, вот. Так. И поэтому там Кадыров тоже замешан в этой попытке отравления Масхадова. И мы сейчас не можем говорить, что это, потому что у нас не было лаборатории, у нас их не было, чтобы узнать, что за яд. Вот. Мы не можем это говорить сейчас. Но такие дела были. Так. Так, я иду, уже дошел до конца. Амин. Масобу шаладео. Так. Я хочу поблагодарить всех. Мне было очень интересно. Вот, с вами. Я извиняюсь, если я где-то что-то пропустил. И, кстати, вот, и отвечу на один вопрос. Ассаламу алейкум. Так, Руслан Мамсур. Валикум салам. Анзор, я с 85 по 87 год служил в Венгрии в одной дивизии с твоим отцом. Мне не раз приходилось с ним общаться. Хороший был человек, далдехал в Дейлрейсхе, Масо был, далдехал. 85-87 Венгрия, это был, наверное, город Кичкимет. Ну, я помню, я в то время по казармам бегал, ну, я всегда был с нашими войнахами, там было много солдат, чеченцев, ингушей, наших братьев. Вот, и мне всегда было интересно возиться с ними, рядом быть с ними. Вот. Ну, и многих я помню, хотя я маленький был, но память оказывается хорошая у меня. Аллах рейсхил, Руслан. Дикхарду, как я сказал, я извиняюсь, если я где-то не успел или пропустил, но иншаллах в следующий раз. Да, Лорс, война и сила, как говорится. Аллаху Акбар. Дикхарду, Аллах рейсхил масана. Ну, до следующего эфира тогда. Аллах рейсхил масана. Адикёль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.